Продолжает наш эфир брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за сутки и мерах против инфекции. Предлагаем послушать. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители республики. На 4 января в республике выявлено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В том числе заболели 8 детей. Из 62 взрослых непривитых 96%. На сегодняшний день в медицинских организациях республики на инфекционных койках получают лечение 469 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 61 пациент. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 5 крайне тяжелых пациентов. Остаются на ежедневном контроле такие районы, как Верхоянский, Нерюнгринский, Сунтарский, Среднеколымский. Что касается прививочной кампании, то первым компонентом привито 526 602 человека. Это составляет 73,3% взрослого населения. Хочется отметить те районы, где высокий процент вакцинации первым компонентом. Это в таких районах свыше 90% в 6 районах вакцинация. Первым компонентом это Алаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский и Жиганский районы. Свыше 80% в 4 районах это Абыйский, Ленский, Оленёкский, Устьянский районы. В городе Якутске на сегодняшний день привито 76,4% первым компонентом вакцины. Меньше, к сожалению, есть районы, где меньше 60% взрослого населения привито первым компонентом. Это Чурапчинский район, 57,2%. Уважаемые жители республики, хочу акцентировать внимание на том, что если у вас появились признаки респираторной инфекции, то ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Необходимо изолироваться дома, своевременно вызвать врача из поликлиники и пройти обследование на COVID-19 и начать лечение. А те граждане, у которых прошло свыше 6 месяцев после первичной вакцинации против COVID-19, приглашаем в поликлиники на ревакцинацию. И те, кто еще не успел привиться, прививочные кабинеты поликлиники ждут вас на вакцинацию. Хочу сказать, что в средствах массовой информации ежедневно проходит информация о том, что в поликлиниках города прививочные кабинеты работают, и в республике работают с 9 до 15:00. Уважаемые жители республики, хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, пожелать всем здоровья, берегите себя. Благодарю за внимание. Благодарим за предоставленную информацию. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Вот основные темы. Якутяне встретили новый 2022 год. Сколько пожаров зафиксировали в регионе в первые числа января? Пункт передержки переполнен. В новогодние выходные дни продолжают отлов безнадзорных собак. А нерюнгринцы с большим удовольствием спешат кататься с горки, одевшись потеплее. Но только не Роман Хмелев. Мужчина предпочитает закаляться. «31 пожар с начала года зафиксирован в Якутии, из них 21 в жилом секторе. Травмы получили 3 человека, 2 из них дети. Об этом нашему телеканалу сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Основными причинами пожаров специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, а также неосторожное обращение с огнем. Спички, зажигалки, сигареты храните в местах, недоступных детям. Не оставляйте малолетних детей без присмотра и не оставляйте без присмотра работающие газовые и электрические приборы. Не применяйте самодельные электроприборы. Также не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками. И не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами коридоры, люки на балконах и лоджиях. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения 101 и 112. Госавтоинспекция тем временем несет службу в усиленном режиме. До 9 января проводят рейды и массовые проверки водителей. За 2 января составили 510 протоколов об административных нарушениях, выявили 18 нетрезвых водителей, из которых 3 сели за руль в пьяном состоянии повторно.
Отстранены от управления автомобилями 30 человек без водительского удостоверения. Зафиксировали 2 дорожно-транспортных происшествия в Нерюнгринском районе и в городе Якутск. Также в период новогодних выходных увеличилось количество обращений в станцию скорой медицинской помощи. В столице, начиная с этого года, в день поступают в среднем 600 вызовов. Чаще всего граждане обращаются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и с обморожением. Кроме этого, с 1 января увеличились случаи бытовых и криминальных травм, а вот обращений с ожогами от фейерверков не зафиксировали. От общего количества обращений в скорую помощь в сутки 40 приходится на выезды к ковидным больным. Мы выезжаем на коронавирусную инфекцию, да? У нас есть специализированная бригада, которая именно занимается, ездит на такие вызова, и она именно занимается транспортировкой ковидных больных тяжелых в стационары. Да, нагрузка, конечно, выросла. Сейчас нам добавили одну бригаду, работают 25 бригад. К другим темам: для получения выплаты пособия по беременности и родам с начала года не потребуется заявление. Выплату будут производить автоматически, говорится в сообщении. Единовременное пособие при рождении ребенка работающие женщины также могут оформить через работодателя. Если же мама не работает, то с 1 января можно обратиться сразу в отделение пенсионного фонда или в МФЦ. Пособие при рождении ребенка ежегодно индексируют. Его актуальный размер указан на сайте Фонда соцстрахования. В 2022 году это 18 886 рублей. Геологи Алроса теперь будут знать весь минеральный состав пород с высокой точностью. Новый дифрактометр установили в научно-исследовательском геологическом предприятии. Сотрудников обучили работать на аппарате представителей фирмы-производителя «Буревестник». По сравнению с другими приборами, которые были у ученых, этот может делать высококачественный анализ. Дифрактометр отечественной разработки заменил иностранный аналог. Любые минералы, которые к нам приносят геологи, можно не только минералы смотреть, можно смотреть еще различные органические вещества. Это пластмассы всевозможные. Можно смотреть также и какую-нибудь фармакологическую составляющую. То есть это таблетки, из чего они состоят, какой минеральный состав у них. Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в этом году. Это позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с полицейскими, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации. В МВД России ранее сообщали, что прорабатывают вопрос о внедрении экспресс-тестов, которые позволят выявлять пьяных водителей на дорогах. В ведомстве отмечали, что при отказе водителя проходить тестирование его будут направлять на медицинское освидетельствование. В столице Якутии, по данным на 3 января, отловили 171 безнадзорную собаку, из них 45 с территории автодорожного округа. Итоги 5 дней работы рассмотрел оперативный штаб под руководством Дмитрия Садовникова. Первый вице-премьер напомнил, отлов безнадзорных животных должен производиться на всей территории города и на постоянной основе. Кроме того, Садовников подчеркнул, что должна быть пересмотрена работа пункта передержки. Особое внимание необходимо уделить подготовке дополнительного помещения для передержки собак. В настоящее время работают 10 групп отлова и 2 группы транспортировки. Вывоз мусора в Якутске в новогодние праздники проводят своевременно. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ и энергетики по региону. Министерство продолжает следить за ситуацией по вывозу мусора в период новогодних выходных дней, когда объем производимых твердых коммунальных отходов возрастает в 2 раза, говорится в сообщении. В ходе объезда накануне переполненные баки обнаружили в 128-м квартале в зоне обслуживания подрядной организации «Прометей Плюс», с которой у регоператора Якутской Кассети заключен договор на вывоз мусора. В целом санитарная обстановка в городе удовлетворительная, пишет пресс-служба. В столице Южной Якутии новогодние каникулы в самом разгаре. Нерюнгринцы с большим удовольствием берут с собой санки и спешат на горки, одевшись потеплее. А Роман Хмелев, наоборот, раздевается и выходит на Морозную улицу, продолжая процедуры закаливания. Сегодня на прогулку с Романом отправились и наши коллеги.
Снова делаем вдох. Перед выходом на мороз 15 Роман секунд. обязательно Задержка. проводит дыхательные упражнения. 30 вдохов, 30 выдохов. На выдохе 30-м задержка дыхания по максимуму. Снова вдох. И так 3 подхода. Это помогает гипервентиляция легких. Обогащаю себя кислородом. Потом углекислым газом. И в организме происходит такой стресс, который подготавливает еще к большему стрессу, это вот холоду. Уже 3-й год Роман активно занимается закаливанием. Кроме прогулок и обтирания снегом, мужчина практикует и водные процедуры. Постоянные прогулки, начиная с октября месяца, как снег у нас выпадает. Все, я начинаю выходить в лес, обтираю снегом, еду плавать на водохранилище наше. Ну и сейчас вот до сих пор хожу в любой мороз, как только есть свободное время. Закаливание такого рода, ну как я по себе чувствую, укрепляет иммунитет у меня. Нет респираторных заболеваний. Чувствую себя отлично. В прошлом году наша съемочная группа снимала ныряние Романа в водохранилище, которое было посвящено рождению его дочери. Сегодня 9-месячная дочь уже верная спутница отца в освежающих прогулках. Дочка моя напарница. Дома мы, когда купаемся, обязательно делаем прохладный душик небольшой. Она так сразу, ну, то есть ребенок привыкает. Думаю, когда подрастет, будет со мной на пару гулять. Здоровый образ жизни Романа длится круглый год. И чувствуя от этого на себе положительную энергию для организма, он старается приобщить к полезному делу своих родных. Я положительно, конечно, к этому отношусь. Первоначально, конечно, во время нашего знакомства для меня это было удивительно, и я даже не могла себе этого представить, да, что такое возможно. Но сейчас я к этому привыкла и, принимаю его увлечение, одобряю, и, возможно, когда-нибудь я тоже решусь на это. Роман Хмелев призывает всех к здоровому образу жизни и закаливанию, но, конечно, подготовив к этому организм и постепенно увеличивая нагрузки. Для каждого человека должен быть индивидуальный подход. Будьте здоровы! Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.